Видишь, как людям будет удобно, да? Нужно будет объяснить нам, нашим зрителям, нас просто, видишь, по России смотрят, они начнут ругаться. Вот, типа, как ужасно. Да. Пружина поставит она. Она пружину будет ставить. Вот этот округ, да, Халтурина 7 дома, они не благоустроены дома не благоустроены. Мы нынче по субсидии, да, благодаря окружной администрации и выделению средств от городского бюджета, понимаем, что в такой сложный период пандемии нам все равно наша окружная администрация оказала помощь. Устанавливаются уличные туалеты на 9 адресах города Якутска на неблагоустроенном фонде. Ну, это более такие удобные туалеты, они уже давно не обновлялись, в этом году их обновили. Ну, то есть они чем отличаются от ну, что вы как? Железные, как бы, не будут сильно, ну, риск пожаров. У нас вот сгорел туалет на Жарницкого, на Пионерской. Эти более можно в любое время подремонтировать и не будет так затратно. Именно за счет чего подремонтировать? Что? Ну, поменять профлист даже, грубо говоря. Не погнут его, да, кто-то из жильцов. Ну вот здесь вот дверь слетела, да? Да, и все. И все уже. И все равно людям как бы будет уже, видите, он уже приятно, когда. Все зависит от жильцов, как они будут его использовать, эксплуатировать. Ну, их ставят давно уже, наверное, еще с 13-12 года. Но в этом году у нас их 9 аж. Это очень мы благодарны. Мы дали самые проблемные адреса, где у нас сгорели туалеты, где небольшой объем неблагоустроенного фонда. Мы все равно со стороны Юнион благодарит окружную администрацию. В этом году мы устанавливаем дополнительно выгребные ямы. Их около будет 50 выгребных ям новых. Делается ремонт электроснабжения, теплоснабжения. В этом году запланировано у нас строительство и монтаж 10 туалетов. Общей суммой 1 660 000 рублей. Средства предусматриваются из муниципального бюджета. Средства доводятся управляющим компаниям посредством субсидий. Ну, необходимо отметить, что у нас на сегодня уже 4 туалета установлено. Это на Халтурина 7, 15/3, получается Крупская 14, Дальняя 82. Ну, у нас до конца года мы все туалеты поставим. Это получается у нас 3 округа: автодорожный, строительный и Сайсарский. Мы попытались унифицировать подход, да, чтобы и управляющим компаниям было удобно, и в плане проверки и оценки стоимости работ, да, чтобы для удобства мы сделали типовые сметы, и данные сметы мы довели до управляющей компании, и уже в пределах типовых вот этих смет управляющие компании строят туалеты. Ну, вы знаете, у нас, конечно, проблема вот ветхого деревянного фонда, она у нас, наверное, очень остро, наверное, самая острая по всей нашей стране. Да? У нас примерно 3000 домов, из них 1800 домов деревянных, и из этого числа 1400 это ветхий аварийный фонд. И получается так, что данные дома поэтапно будут переселяться в рамках федеральной программы переселения. И наша задача обеспечить комфортные условия данным домам. Ну, понятно, что они не будут переселяться буквально в ближайшие 1-2 года. Да? Это потребует, наверное, в среднем где-то, я думаю, от 5 до 10 лет. И чтобы, как говорится, и обеспечить комфортные условия проживания, перед нами стоит задача по строительству данных туалетов. Это временная мера до момента переселения жителей данных домов. Ну, все жители аварийных деревянных домов поэтапно будут расселены в рамках федеральной программы. Мы предусматривали, исходя из долговечности, скажем так, унификации и ремонтопригодности. А вот именно если сказать о ремонтопригодности, в чем? Ну, получается, каркас делается из досок и обшивается профлистом. Ну, всякие разные ситуации бывают, и поэтому из таких материалов нам строить намного проще и ремонтировать в будущем управляющим компаниям намного, как говорится, и удобнее, и как говорится, и выгоднее.